Итоги недели, с вами Айдана Каныбекова. Задержан разыскиваемый Кушубек Сабыров, 1994 года рождения, совершивший побег из изолятора временного содержания из Скатинского РОВД. Ночью 5 июня 2023 года, примерно в 1:40 из изолятора временного содержания Скатинского РОВД, совершил побег следственно арестованный. Ранее судимый Сабыров Кушубек, 1994 рождения, уроженец города Балыкчи Иссыкульской области. По данной следственной службы ОВД из Скатинского района возбуждено уголовное дело по статье 368, часть 3. Побег из места лишения свободы или из-под стражи. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. В тот же день в целях установления местонахождения задержания Сабырова было заведено разыскное дело. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУР МВД Кыргызской Республики, УР ГУВД Чуйской области и ОВД из Скатинского района местонахождение разыскиваемого Сабырова было установлено. Его задержали на территории города Бишкек, при этом он предпринял попытку скрыться. Задержанного доставили в следственные органы для проведения следственных мероприятий. 6 июня в столице прошла международная конференция, глобальная повестка которой «Женщины, мир и безопасность. Проблемы и перспективы развития». В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт, первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики Адылбек Бейбосунов, постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике Анти Гравер, посол, глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексей Рогов. Выступая перед собравшимся, председатель Кыргызской ассоциации женщин сектора безопасности и правопорядка и законности, доктор исторических наук, профессор Кана Айдаркул сказала, что до окончания плана остался год. Мы хотим оценить промежуточные результаты, провести мониторинг. Не секрет, что женщины во всех сферах играют большую роль, в том числе и в правоохранительной деятельности. Я могу сказать, что сегодня нет ни одной структуры, где бы не работали женщины. Они занимают руководящие должности в центральном аппарате МВД, УВД областей на уровне заместителей начальников районов, что говорит о высоком профессионализме. Сейчас в Кочкорском Тонском районе заместителями начальников РОВД служат женщины. Мы не сомневаемся в их квалификации и рабочем успехе, подчеркнула Кана Айдаркул. Женщины сектора безопасности, правопорядка и законности вносят особый вклад не только в совершенствование деятельности органов внутренних дел, но и в повышение доверия общественности. С достоинством выполняют те же функции, что и мужчины. Эта резолюция стала первой резолюцией Совета Безопасности, в которой вопрос положения женщин был увязан с повесткой дня в области мира и безопасности, в которой рассматривалось влияние конфликтов на женщин и их вклад на разрешение конфликтов для достижения устойчивого мира. Следственной службой ОВД Иссыкульской области начато расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. По информации Следственной службы ОВД Иссыкульской области, 30 мая в Следственную службу ОВД Иссыкульского района с рапортом обратился старший оперуполномоченный службы противодействия экстремизму и нелегальной миграции районной милиции. В своем рапорте он указал, что в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Чолпанатинского городского кенеша воспрепятствует деятельности инвестора и требует от него денежные средства в крупном размере. Данная информация была зарегистрирована ЕРП ОВД Иссыкульского района и было возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Уголовное дело было взято в производство Следственной службы УВД Иссыкульской области и было переквалифицировано по статье 208 «Вымогательство» на статью 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В рамках возбужденного уголовного дела ведет следствие. В представительство МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации периодически поступала оперативная информация о том, что на территории города Москвы и Московской области орудует преступная группа, сформированная по принципу этнической, занимающаяся вымогательством и похищением своих соотечественников. В этой связи принимались меры по установлению указанных лиц. 3 мая 2023 года в дежурную часть ОМВД России по району Новогиреево города Москвы с заявлением обратилась 37-летняя гражданка Кыргызской Республики и сообщила, что неизвестные лица похитили ее близкого родственника и вымогают деньги. Выяснилось, что гражданин Кыргызстана 1998 года рождения просит родственников, знакомых перевести денежные средства в сумме 150 тысяч рублей. При этом его местонахождение оставалось неизвестным. В результате проведенной операции в одной из квартир по улице Головинское шоссе обнаружили похищенного гражданина, которого незаконно удерживали против его воли. По подозрению в совершении преступления задержаны 6 участников преступной группы, занимающиеся похищением людей, вымогательством
строительством, выбиванием долгов. Все задержанные являются гражданами Кыргызстана. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным тяжким преступлениям. Расследование продолжается. Представительство МВД Кыргызской Республики и Российской Федерации в рамках своей компетенции на постоянной основе взаимодействует с российскими правоохранительными органами в целях защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики. 7 июня 2023 года в здании Управления международного сотрудничества МВД России проведена рабочая встреча, цель которой информационно-разъяснительная и пропагандистская работа, снижение наркопреступлений среди наших граждан путем профилактики, недопущение вовлечения в преступность. В ходе заседания доведена краткая статистическая и иная информация о принимаемых мерах со стороны правоохранительных органов России по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. В ходе обсуждения отмечен ряд проблемных вопросов в сфере профилактики наркопреступлений, так как основная часть привлекаемых лиц к уголовной ответственности – это молодежь, в том числе молодые женщины. Айдана Каныбекова, Министерство внутренних дел.